Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи, но говорят, вы не люди. Глуши в деревне все вам скучно, а ничем мы не блестим, хоть рады вам и простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда б не знала вас, не знала б горького мучения, души неопытной волнения, смирив со временем, как знать. По сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой? Нет, никому на свете не отдала бы сердце я, то в высшем суждено совете, то воля неба, я твоя. Настало утро. Пора было уезжать, сено-то у лошадей закончилось. А вдруг Майсалбек еще не проезжал? Тогда как столько ждали, и разве не обидно будет? Мы по-всякому думали и решали, но уехать Салиман не посмели. Погода была, как и вчера, ветреная, холодная. Но как вдруг солнышко проглянуло, и в ту самую минуту вдали послышался шум поезда. Он шел с востока. Мощный двукратный гудок прокатился по ущелью. Земля затряслась под ногами, рельсы загудели, с грохотом пронеслись два черных паровоза, за ними на платформах танки, пушки, укрытые брезентом. В приоткрытых дверях мелькнули солдаты, вагон за вагоном прогносил на мгновение лица, шинели, обрывки песен, звуки гармонии и балалайк. Засмотрелись мы. Тут к нам прибежал какой-то человек с красными и желтыми флажками и стал отталкивать нас и кричать нам на ухо: «Не остановится он! Не остановится! А ну прочь!» И в эту самую минуту близко раздался крик: «Мама! Алиман!» Мой Майсалбек! Ах ты ж, боже мой! Он проносился мимо нас, совсем близко, всем телом перегнулся через вагон и, держась одной рукой, а другой махал нам шапкой и кричал: «Прощался!» Я только помню, как вскрикнула: «Майсалбек!» Ветер во тьме растрепал ему волосы, полушинели бились, как крылья, а на лице и в глазах его и радость, и горе, и сожаление, и прощание. И не отрывая от него глаз, я побежала за ним вдогонку. Я все бежала, 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 пока не упала и... О, как я стонала и кричала! Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодные железные рельсы.